В начале встречи глава Насыркорта Магомед Кадзоев рассказал о том, что сделано по итогам прошлого схода. Так, за счет частных инвестиций удалось заасфальтировать несколько улиц, проложить тротуар и заменить линии электропередач. Что касается основных проблем, которые нужно решать в первую очередь, то это переселение жителей из аварийного ветхого жилья, замена изношенных водопроводных сетей и ряд других вопросов. Это дороги, требующие ремонта и асфальтирования. Данная проблема тоже острая, потому что более 80% дорог требуют ремонта и устройства. Из 93 улиц 15 улиц с нормальным дорожным полотном. Недостроенная амбулатория. Все 33-тысячное население Насыркорта ждут этого события. Глава Ингушетии сообщил, что в ближайшее время планируется достроить здание амбулатории. Ход строительства социально значимого объекта Юнусбек Евкуров проверил лично. По его мнению, из-за слабого контроля со стороны органов местного самоуправления и Минстроя все работы здесь были приостановлены. Руководитель региона потребовал провести тщательную проверку и распорядился обеспечить удобный доступ к амбулатории, снести все незаконные постройки вокруг нее. Река Назранка, незаконно. Мало видели, мало кто-то уже следит за этим. Поэтому Сакир Хайни по амбулатории, то, что мне там титулы, прокурор полностью. Кто там подрядчик, откуда вообще люди появились, как они работают, там полностью хозяин следить. Посчитайте до копейки все, что там есть. И надо посмотреть, как сделать. Может, чуть надо же там все облагородить, все красиво сделать. Насыркорский административный округ может похвастаться наличием на своей территории объектов республиканского значения. Это и Ледовый дворец, амфитеатр, мемориал памяти и славы и многое другое. Также в районе Абигу идет строительство школы на 704 места. Еще в 2 учебных заведениях начата капитальная реконструкция. Юнусбек Евкуров отметил, что мощности объектов без нарушения существующих норм позволит ликвидировать двухсменку. Мы должны сделать так, чтобы за счет сейсмоусиления 2 школ дополнительных денег не будет, сделать так, чтобы там в одну смену все наладить. Понятно? Поэтому проекты все же осмотрите, когда будете строить. Распределить таким образом, чтобы там в одну смену закрыли тему. Вот там в 2 школах. И тогда будет 3-сменку, за счет там 1000 мест новой школы из 704, 3-сменку и 2-сменку оставшей школы, вот там закроете тоже. Раз у вас получится, что в одну смену вы все делаете. В рамках встречи глава Ингушетии ответил на вопросы жителей округа, касающиеся выставления необоснованных счетов за электроэнергию и подключения к канализационному коллектору. Данную территорию, несмотря на плохие погодные условия, Юнусбек Евкуров обошел лично. Он поручил отремонтировать разбитую дорогу и завершить реконструкцию центральной улицы. В ходе инспекционной поездки глава региона также посетил Центр олимпийской подготовки, в котором занимается более 500 ребят. В этом зале тренируется и серебряный призер Кубка мира по вольной борьбе Калой Картоев. Самые юные борцы показали главе республики свои борцовские навыки. Подводя итог схода, глава республики назвал слабой работу местных властей с населением. По его мнению, подобные встречи нужно проводить не ежеквартально, а каждый месяц, чтобы проблемы жителей не накапливались, а решались незамедлительно. Кусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Сычоев, Новости 24.